Пандемия до сих пор диктует свои не совсем удобные правила. Детская республиканская больница уже больше года работает в условиях карантина. Запрещены все посещения, а значит, маленькие пациенты останутся без новогодних утренников. Впрочем, Новый год никто не отменял, а потому здесь запустили акцию «Добрый подарок». Медики надеются, что неравнодушные жители республики смогут, пусть и небольшими презентами, устроить детям, которые вынуждены это время проводить на больничной койке, настоящий праздник. Виктория Палкина уже внесла свою лепту. Давайте возьмем фломастеры и сделаем им какой-нибудь красивый рисуночек на шапочке. Посмотрите, это могут быть снежинки. Аккуратно, кружок за кружком, и уже готов снеговик. Юные пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии без дела не сидят, мастерят открытки. И их в знак благодарности будут дарить всем участникам новогодней благотворительной акции. А потому к творческому процессу здесь относятся очень серьезно. Детям очень нравится заниматься творчеством. Я больше моя деятельность в этом плане и работаю в этом плане, чтобы детей привлекать больше к творческой деятельности. Это рисунки, это аппликации. Несмотря на все ограничения, к Новому году в Республиканской детской клинической больнице уже готовятся. В консультативной поликлинике появилась первая елка. Новогодние деревья скоро установят и во всех 9 отделениях. Почти полкилометра мишуры и сотни игрушек. Сотрудники учреждения готовы сделать праздник для каждого, кто встретит новый 2022 в больничной палате. Но медикам нужна помощь. И как раз для тех детей, которые останутся в новогоднюю ночь в больнице, мы все вместе с вами, мы можем сотворить это чудо своими руками. Тот добрый подарок, который им очень-очень нужен, это теплое послание, может быть, какой-то флешмоб, открытка руками ребенка, это сладкий подарок от ребенка к ребенку, это новая игрушка в игровой. Все это согреет каждого ребенка нашей детской больницы и подарит им радость и желание побыстрее выздороветь и вернуться к себе домой. Операции, перевязки, прогревания, жить в условиях карантина здесь уже привыкли. Хотя и дети, и взрослые понимают, шумного праздника, полного смеха, веселья, танцев и хороводов точно не будет. А значит, нужно сделать встречу Нового года хотя бы теплой и полной сюрпризов. Раньше, особенно на Новый год, приходили очень многие. И школьные, я еще повторюсь, коллективы. Мы всех их собирали в зале, все ходячие дети собирались в зале. И проводились очень-очень большие праздники. В настоящее время, второй год, мы не имеем такой возможности собирать детей в зале. И все мероприятия новогодние будут проводиться только в отделениях. Благотворительная акция «Добрый подарок» набирает обороты. Принимают не только игрушки и канцтовары, но и предметы ухода за лежачими пациентами. Неравнодушные люди уже откликнулись со всей республики. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.